Мы видим, что власть напугана. Они, я имею в виду этот режим, хотят вас запутать, обмануть. Ну, во-первых, власть запугивает, говорит, какие митинги. И очень много недалеких людей говорят, тыныштық болсын, біз шықпаймыз, үйде отырамыз, бізге тыныштық керек. Типа, нам главное мир над головой. Слушайте, митинги — это конституционное право каждого человека по закону. На таких митингах, которые у нас прописаны, как право человека, международной конвенции, люди выходят и требуют. У нас партии все принадлежат власти, чиновники народом не избираются, и у нашего народа нет никакой возможности, кроме как выходить на митинги. Поэтому это ваше конституционное право. И когда люди пугаются, говорят, лишь бы не было войны, это говорили ваши родители, которые ссылались на войну 40-х годов. Теперь вы то же самое говорите, живете в нищете, живете как рабы. Вот этот режим начал везде по Казахстану показывать Мырзахиба Дулатова «Оян казак», «Көтер басты». И что мы видим? Мы говорим, наша молодежь пытается сказать так, что помните царский, сталинский режим, какие репрессии делал, сажал людей в тюрьмы и тому подобное. А что наш режим? Он делает то же самое. Посмотрите, Марат Жаламбаев, председатель оргкомитета партии «Алга Казахстан», который критиковал Токаева, его, по сути, посадили в тюрьму, он уже сидит в тюрьме, он уже сидит около полугода. К нему абсурдные обвинения предъявили и хотят его осудить. А посмотрите Тимура Данибаева. Его в тюрьме избивали. Все, что он требовал, привлечь к ответственности Токаева за то, что он распространял лживую информацию о 20 тысячах террористов. Дали ему 3 года. И в Атбасаре вы все видели, как его избивали. Притом это только маленькая часть. В реальности его просто жесточайшим образом пытали. А что нам делает, что нам хочет власть донести этим фильмом «Оян казак» Мырзахиба Дулатова? Они хотят сказать, что вот нужно довольствоваться тем, что есть, все раньше было там плохо, сейчас у нас хорошо, вы разве не видите, что происходит? В 1922 году этот режим дал команду в лице Токаева расстрелять мирных граждан. Этот режим пытал десятки тысяч людей. Десятки тысяч людей. Даже в сталинские времена в упор вот так вот, когда люди выходили, чтобы массово расстреливать, такого не было. Да, был голод, да, потом поодиночке или небольшими группами расстреливали, но так, чтобы открыто дать команду расстреливать, даже в те времена не было. Понимаете? А мы что слышим? А мы видим, молодежь запуталась, их эта власть пытается запутать. Поэтому мы должны понимать, что режим не изменился. Режим тот же самый. Посмотрите, что люди некоторые после этого фильма вынесли. Қазақша сөйлей дейді. Енді жарайды, бәріміз қазақша сөйлейік, өзгеріс болады ма? Бәріміз қазақша сөйлейік, содан кейін не болады? Айтыңызшы. Қазір 72% мектепте қазақ тілінде сабақ беріп жатыр. 72%. Совет өкімет болғанда, көп болғанда 10% болатын шығар. Үлкен Алматы қаласында орталық болған Астана. Сол жерде тек қана қазақ тілінде бір мектеп болған. Бір мектеп. 1 миллион адам тұрған жерде бір мектеп. Қазір 72%. Вот сравните, что происходит. Вот многие люди, все, что вынесли из этого фильма, қазақша сөйле. Я вижу, там один тренер там что-то говорил по этому поводу. Давайте мы просто посмотрим. А что мы добиваемся вот только просто этим требованием? Вы просто посмотрите, зубная паста импортная, щетка импортная, бритва импортная, трусов не найдете, которые произведены в Казахстане. Выйдите на улицу, здания, все, которые построены по технологии не Казахстана. Металл то же самое. Одежда, продукты, технологии, машины, телефон, интернет. Все импортное, все не наше. Даже нефть добывается не на казахском оборудовании.
Вот мы о чем должны думать. И именно это приводит к нищете. Именно поэтому мы нищие. А причина в том, что народ не контролирует власть. А у нас такой же режим, бандитский режим, который был при Сталине. Вот что главное, вот что мы должны вынести. Мы должны понять, что народ должен прийти к власти. Народ должен контролировать власть. Народ должен привести во власть своих депутатов народных. У нас сейчас, как говорят, ой, ана депутаттарды қойшы, оларды ешкім көрмейді, жұмыс істемейді, оларды керек жоқ, бізге парламент керек жоқ дейді. Типа нам парламент не нужен, депутаты нам не нужны. Во всем мире есть. Почему у нас не должно быть? Потому что наши депутаты, их не избирает народ, их назначает в своем кабинете Токаев. Поэтому они вам не нужны, они защищают ваши интересы. Понимаете? Поэтому это и происходит. Мы для себя должны понять, то, что мы бедные или нищие, то, что мы неразвитые, все у нас импортное, что мы сами не производим, образование у нас отсталое, во власти воры, это все связано с тем, что мы равнодушные, мы не понимаем, почему это происходит. Мы говорим о қазақша сөйле, жарайды сөйлейміз. Изменения будут? Нет, не будут. Изменения будут только тогда, когда мы подавим свой страх и придем на митинги и завтра снесем этот режим и построим нормальную страну. Вот только тогда будут перемены. Кто-то говорит, вот хиджабы можно, нельзя, это будет народ решать. Для того, чтобы народ решал, он должен иметь право и возможность влиять на власть. А вы ходите на этот фильм, проливаете слезы и говорите, вот раньше было плохо, вот оказывается люди страдали. Их тогда казахи не поддерживали. Сол кезде казактар тек қана қазақша сөйлеген. В то время, в 20-30-е годы, наверное, кто на русском разговаривал, было единицы. Все говорили на казахском. И что это? Остановило репрессии, что-то изменило. У нас другая экономика стала. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что власть народ должен контролировать. А для этого народ должен быть активный, массово действовать, объединяться. Именно поэтому мы говорим, надо создавать ячейки, объединяться. Ой, қойшы үйде отырайық, қойшы өзгеріс болмайды, қойшы біздің қолымыздан не келеді деп айтып жатыр қазақтар. Что типа от нас зависит? От нас зависит многое. Вот посмотрите на Западе. Они пользуются своим конституционным правом, когда есть свобода слова, когда у них работают суды, когда они выбирают своих депутатов, тем не менее они сотнями тысяч, миллионами выходят на митинги в этих свободных странах, и они добиваются перемен. В Германии в прошлом году, только в одной Германии было свыше 4000 митингов. У нас один митинг мы не можем провести, мы не можем объединить людей, потому что люди боятся, они правильно боятся, но поймите, боятся почему? Потому что выходит мало людей на митинги. Нужно, чтобы выходили десятки, сотни тысяч. Там в Алматы тысячи полицейских. Что они смогут сделать? Вы же помните, что было Хантар? Они от испуга быстро объединились с народом, пришли в народ. И военные, и полиция. Поэтому, уважаемые друзья, вот так надо действовать. Объединяться. 25 октября в 12 часов я призываю, чтобы массово люди вышли на митинг, не боялись. А иначе никаких перемен не будет.